Возложение цветов к памятникам погибшим солдатам в знак памяти и скорби, бессловесного спасибо за мирное небо уже давно стало доброй традицией. У обелиска, павшим в Великой Отечественной войне, собрались сибайцы самых разных возрастов – школьники, учителя, руководители учреждений и организаций. Самые главные участники митинга – это, конечно, истинные герои страны. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Григорьевич Огнев, труженики тыла Рашид Янурович Муратов и Фаузия Шерифьяновна Вильданова. И желаю, чтобы вам никогда не пришлось испытать того, что испытало наше поколение. Холод, голод, страх, кровь. Это самая страшная война на свете была. Берегите мир, учитесь. И будущее, вся страна зависит в дальнейшем только от вас. Всего вам доброго, хорошего. Будьте счастливы на этой земле. Пусть будет всегда мирное небо над вашими головами. Прошел 71 год с того времени, как смолкли выстрелы пушек, с того момента, когда человечество забыло о страшном слове «война». Но не забыто и не забудется, какой ценой была завоевана победа. Много добрых слов благодарности было сказано в адрес уважаемых ветеранов за мирное небо, счастливую жизнь, беззаботное детство. Мы должны помнить всех наших защитников Отечества, ветеранов войны, которые пали смертью храбрых, которые сегодня с нами живых. Их надо помнить, их надо уважать. И, конечно же, самое главное, мы должны беречь нашу общую победу. Победы нашей великой страны. Театрализованное представление, подготовленное учащимися гимназии, вернуло присутствующих на мгновение в далекий 1941 год. Мечты совсем юных выпускников в одночасье оборвала война. Из полей сражений не вернулись чьи-то сыновья, мужья, братья, отцы. От увиденного наворачивались слезы на глазах, слезы радости и горя. Нет ни одной семьи, которой не коснулось бы военное лихолетие. В этот период, именно Великой Отечественной войны, там участвовал и мой дед. Ишмухаметов Хасан Лукманович. Именно в эти года, в 1941 года, он вступил в бой и вступил именно связистом в роты связи. И потом участвовал даже в Курской дуге пулеметчиком в танковых войсках. И дошел до конца, и в 1945 году раненый вернулся в наши родные края. Быйылгы елда без бүйүк еңүдөн 71 жылгын каршы алабыз. Албетте бул зур, улуу байрам. Бул күндө биз угуш һәм тыл ветерандарына ихтирамлы, ихтимарлы бурга тырышабыз. Бул угуш бик авыр булган, аслык булган. Еңү байрамы бул безнең гаилә өчен зур байрам. Бул көндө без үзебезнең балаларыбыз менән парадка киләбез. Бул еңүне ветерандар менән берлектә Песни военных лет, стихи о героизме и мужестве русского солдата. Подрастающее поколение сполна получает военно-патриотическое воспитание, а вместе с ним познает цену счастья. Героизм людей в годы Великой Отечественной войны достоин чести, уважения и, самое главное, памяти. Этот день победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Миллионы солдат сложили голову на полях сражений за мирное счастливое будущее. Минуты молчания помянули всех тех, кто, не жалея ни сил, ни здоровья, внес свой бесценный вклад в победу над фашизмом. В знак памяти и скорби ребята запустили в небо белые и голубые воздушные шары, как символ мира, добра и согласия. Луиза Мустафина, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.